Пятница 27 октября была обычным рабочим днем для многих жителей столицы. Кто-то из них спешил по делам, кто-то завершал рабочие моменты в одном из многочисленных столичных офисов. Идиллию конца рабочей недели прервало сообщение о пожаре в 7-этажном офисном здании в центре Якутска. Буквально за несколько минут огонь охватил сразу несколько офисных помещений. Спустя считанные минуты к зданию были стянуты силы и средства пожарно-спасательного гарнизона, порядка 60 человек и 15 единиц пожарной и спасательной техники. Возгоранию присвоили повышенный ранг опасности. Началась эвакуация. Посетители и работники здания в попытках спастись самостоятельно выходили из окон на парапеты 6-го этажа. Их эвакуировали с помощью спецтехники. Основная эвакуация проводилась звеньями ГДЗС с использованием спасательных устройств по путям эвакуации самого здания. Также спасали людей через автолестницы и коленчатый подъемник. Всего в ходе спасательных работ и тушения пожара из здания было спасено 52 человека. В 7-этажном здании, согласно открытых источников, размещаются чуть больше 50 организаций разного рода. Массажные салоны, магазины и студии красоты. По предварительной информации, огонь начался в одном из салонов из-за неисправности электрического оборудования. Причем, как отмечают те, кто в момент пожара находился в здании, о пожаре они узнали, когда помещение уже заволокло густым дымом. Офис горит, Ленина, проспект Ленина. Офис, где я снимаю. Жесткий дым. Там пожар идет. Не успел выбежать. Мания. Вон девушка вообще там сидит. 4-й этаж загорелся. Это жесть. Тут до сих пор холодно. Это жесть. Информации об отсутствии сигнала пожарной тревоги спустя некоторое время в социальных сетях начали делиться и те, кто в момент пожара находился в здании. Я была на 7-м этаже, когда хотела спуститься через лестницу, увидела черный дым, поднимающийся оттуда, вспомнила, что есть еще лестницы. 2-й был, наоборот, ближе к пожару, а 3-й был заперт, где как раз дыма не было. Пришлось спускаться через 1-й, еле вышла. Сигнализации не было. На моем этаже никто не кричал, не постучался, все в панике убежали. На 5-м этаже я осталась одна. Все это время не знала о пожаре. А когда открыла свою дверь, там уже был темный, густой дым. Бежать было некуда. С чего администрация здания заварила вход аварийный на 7-м этаже? Пожарным пришлось выбить дверь. Где проверка пожарной безопасности? Их было 5 человек в кабинете на 6-м этаже. Одна вышла через окно, одна пыталась спуститься по лестнице, на 4-м этаже погибла. Остальные 3 девочки пытались, видимо, за ней спуститься. Их нашли то ли на лестнице, то ли на пути к ней. Почему они не вышли за другими через окно, не понимаю. Если бы сигнализация сработала, у всех было бы время хотя бы подняться на 7-й этаж. С места возгорания в медицинские учреждения доставлены более 10 человек. 2 женщины спустя некоторое время скончались в больнице. Остальные пострадавшие находятся в состояниях разной степени тяжести в медицинском учреждении. 5 пострадавшим назначено амбулаторное лечение. 5 пациентов были госпитализированы. У 2 состояние стабильное. В отделение общей реанимации поступило 3 пострадавших. У всех пациентов отравление продуктами горения тяжелой степени. Окончательные причины и виновных произошедшего, безусловно, установит следствие. Остается надеяться, что подобные происшествия послужат сигналом соответствующим службам к заблаговременному проведению проверок. Ведь здесь на кону не сухие отчеты и позитивные цифры, а самое главное – человеческие жизни. Петр Васильев, Джулустан Иннокентьев, Якутск.